Добрый день, уважаемые телезрители. Мы с вами находимся на чемпионате и первенстве Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу в разделе Low Kick памяти первого чемпиона мира из Советского Союза Александра Иванова. Меня зовут Наумов Никита. Сегодня у нас финальные поединки, третий день соревнований. Вот мы видим, закончилась пара номер 2. Шадрус. Победу одержал и стал победителем первенства на весу федерального округа по кикбоксингу в разделе фулл-контакт с лоу-киком памяти первого чемпиона мира из Советского Союза Александра Иванова, спортсмен красного угла. В этой паре в весовой категории до 57 килограмм возрастной группы юноши победу одержал представитель Республики Саха Оев Шадрус. Ему противостоял представитель Камчатского края Снегур Арсений. Смена судейской бригады. В следующей паре будет представлена весовая категория до 60 килограмм. Встретятся оба представителя Приморского края из красного угла Цой Кирилл и с синего угла Чугунов Артем. По правилам вида спорта кикбоксинг в обязательном порядке боковые судьи перед выходом спортсменов в ринг должны осмотреть экипировку на соответствие требований безопасности. Ринг приглашается. Третья пара спортсменов. Весовой категории до 60 кг. Цой Кирилл, Приморский край, Чугунов Артем, Приморский край. Рефери в ринге Леонид Иванов. Дает последние указания спортсменам, напоминает запрещенные элементы перед финальным поединком. Напомню, оба представителя Приморского края. Регламент боя 3 раунда по 1,5 минуты. Это вот именно в категории юноши. В юниорской категории регламент составляет 3 раунда по 2 минуты. И также во взрослой возрастной группе. Мы с вами видим, что никто из спортсменов не намерен уступать в борьбе за путевку на первенство России. К нам присоединяется судья всероссийской категории Петр Попов. Здравствуйте, уважаемые телезрители. У нас сейчас идет третья пара. Первый раунд показывает, что оба спортсмена не собираются застаиваться. Кроме того, что проводят разведку, собираются уже набирать очки, баллы для последующих раундов. Первый раунд подошел к концу. Достаточно непростой он будет для судей, для судейских вердиктов. Самое время тренерам внести коррективы свои.
Ребята, наверное, друг друга очень хорошо знают. Это у нас представитель Владивостока, тренер Полищука Семена Жоржевича и представитель Уссурийска. В общем, разбираются друг с другом. Ну, раз они оба оказались у нас на первенстве Дальнего Востока, значит, видимо, на первенстве края они уже встречались, и неоднозначным был поединок. Хорошо начинает спортсмен синего угла. Проводит несколько хороших связок. Отличные связки проходят. Можем уже сказать, работа по корпусу принесла свои плоды ему. Его тренером является Полищук Семен Жоржевич, один из самых лучших тренеров Приморского края, Дальнего Востока. Спортсмен синий ищет уже печень. Опять второй нокдаун. Второй нокдаун, и по регламенту проведения юношеских соревнований по виду спорта кикбоксинг это будет остановка боя. Не стал церемониться спортсмен синего угла. Разведка дала свои плоды. Перешел уже к активным действиям и завершил поединок досрочно. Заслуженная победа. Можно сказать, победа, одержанная на тренировке. Да. Разница в классе. Победу одержал победитель первенства Дальневосточного федерального округа, спортсмен синего угла Чугунов Артем, Приморский край. В следующей паре у нас встретится Тригунов Владислав, Приморский край, и Потапов Марсен, Республика Саха. Да, это у нас уже тяжелая весовая категория, достаточно для юношеского возраста, до 81 килограмма. В юношеской и юниорской возрастной группе спортсмены из Приморья обычно в общекомандном зачете лидируют на дальневосточных соревнованиях. И поэтому для представителей нашей республики каждый раз оппонент с Приморья является серьезной проверкой. Оба имеют второй спортивный разряд. Напомним, это финал. Никто не готов уступать. Рефери Леониду Иванову в этом поединке нужно быть особо внимательным, потому что это все-таки юноши, 14-15 лет. Весовая категория достаточно тяжелая. Его задачей будет сохранить здоровье спортсменов. Не форсируют события, ребята. Это может говорить о том, что опыт все-таки присутствует.
Обычно новички бросаются с места в карьер. Ну, что можете сказать по первому раунду? Ничего преимущества я так и не увидел. Ну, примерно одинаково, да? Как нам не так показалось. Да, оцениваются только точные, акцентированные удары, дошедшие до цели. Просто легкие попадания голеностопом оцениваться не должны судьями. Но последнее слово в любом случае за ними. Начинается второй раунд. Спортсмен из Приморья занимает центр ринга. Достаточно неудачно. Спортсмен синего угла проводит лоу-кик. Отбил себе ногу. Вследствие чего рефери открывает счет. Все в рамках правил. Можно сказать, подарил 2 балла, да? Захватывает инициативу спортсмен красного угла. Большого затрата энергии требуют такие вот взрывы в этой весовой категории. Здесь во втором раунде уже точно ясно, что спортсмен красного угла идет. Да, нужно что-то менять срочно спортсмену из нашей республики, чтобы добиться победы в этом бою. Мы видим его секунданта Сергея Хлопков, мастер спорта России. Максимально старается помочь своему спортсмену. Начинается третий раунд у нас. Спортсмен красного угла поддавливает и уже как-то почувствовал свое преимущество. Да, несмотря на то, что весовая категория внушительная, это все-таки дети 14-15 лет, поэтому в каких-то моментах они не могут все-таки сдержать силу возраста. Хорошо попадает задней рукой представитель Приморского края. Рефери открывает счет. Вот, что мы говорили об эмоциях. Очень рад
представитель города Владивосток. Бой останавливается. Это любительский кикбоксинг. Если для судей очевидно преимущество, то продолжать поединок, как это происходит в профессионалах, нет, не имеет никакого смысла. В этом бою победу юбилейного преимущества одержал и стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа спортсмен красного угла Драгунов Владислав, Приморский край. Слева 75. Рефери Драгунов, Михаил Щербачков, Янчев, Сафронов. Да, в качете я вижу победителя. Доволен собой. Заслуженно одержал победу. Возрастная категория юниоры пошли в финал. Это уже более зрелые Это пятая спортсмены. Весовая категория до 54 килограмм. Оба представителя Хабаровского края. Из красного угла выйдет Кольин Кирилл, обладатель первого спортивного разряда. Его соперником будет Терещенко Артем, кандидат в мастера спорта. Юниоры. Финальная пара до 54 килограмм. Кольин Кирилл, Хабаровский край. Терещенко Артем, Хабаровский край. Несмотря на то, что они оба представители Хабаровского края, как мы видим, они являются выходцами из разных спортивных клубов. Представитель красного угла тренируется под руководством Евгения Чижикова. Представитель синего угла тренируется под руководством Татьяны Рымар. В этом весе парни 54 весовая категория, должен Быстрый, динамичный бой. Мы ожидаем увидеть. В принципе, наши ожидания уже оправдываются. Мы видим, что категория 54 килограмма, но удары уже достаточно ощутимые. Это юниоры 16-17 лет. Антропометрически спортсмен синего угла превосходит своего оппонента. Но в кикбоксинге это не всегда дает большое преимущество. Мы посмотрим, сможет ли применить Терещенко Артем преимущество в росте. На данный момент я уже думаю, что в отрыве спортсмен по очкам, спортсмен красного угла, он накидывает лоу уже Да, 3. Хорошо работает вторым номером от защиты. Наносит запрещенный удар коленом представитель синего угла. Достаточно схожие разделы лоу-кик и К1. За тем исключением, что в разделе К1 разрешены удары по всей поверхности ноги, не только по бедру, как лоу-кик. Разрешены удары коленями и бэкфест. Часто бывает, что спортсмены выступают в обоих разделах, поэтому иногда вот происходит такое, что мышечная память заставляет наносить запрещенные в данном разделе удары. Обмениваются ударами по корпусу. Хороший раунд. Разведка боем. Думаю, что по первому раунду преимущество представителя красного угла.
лучше двигается, накидывает лоу-кики. Очки свои он набрал. Согласен, трудно спортсмену синего угла зайти на свою дистанцию. Как только вот он старается приблизиться для нанесения ударов, представитель красного угла сближается еще больше, заходя на свою дистанцию, и тем самым осложняя жизнь представителю синего угла. Тактически правильно ведет себя, устраивает поединок. Посмотрим, что принесет нам второй раунд. Каждый пропущенный удар спортсмен красного угла старается сопернику вернуть. Также стойки меняет представитель красного угла. Вот запрещенный прием теперь в его исполнении. Захват ноги. Рефери в ринге Егор Винокуров. Очень большой у него опыт работы на турнирах такого уровня. Теряет равновесие достаточно часто спортсмен синего угла, что тоже повлияет, конечно, на судейское решение. Натыкается, можно сказать. В отличие от многих других видов спорта, в кикбоксинге оценивается каждый удар. То есть оценки ставятся не 10-9, 10-8. Оценивается каждый удар. Сколько точных акцентированных ударов дошло до цели, столько баллов спортсмены получают по итогу от каждого судьи. Надо готовить атаку, атаковать и выходить с атаки. На выходе лоу бей. Мы видим, Фронта Татьяна Рымов закидывай. секундирует и помогает восстановиться своему воспитаннику. Проводит разбор ошибок. Ва-банк идет спортсмен синего угла, надо сказать. Ему ничего другого не остается. И я думаю, что как бы представитель синего угла набирает уже свое. Раз за разом где-то что-то да попадает.
Часто так бывает, что после одного-двух успешных раундов спортсмен невольно расслабляется, пускает на самотек. Часто губительно это происходит, потому что в конце уже ему приходится догонять. У нас еще 30 секунд. Для кикбоксинга это достаточно много, потому что ударная техника сочетает в себе руки, ноги. Очень много всего может вылететь и прилететь за эти 30 секунд. Дождемся судейского вердикта по данному поединку. Я думаю, мнения, наверное, даже могут разделиться у судей под разными углами обзора. Каждый поединок выглядит по-разному. Для этого и работает 3 судьи на каждом противостоянии. Федерального округа по кикбоксингу в разделе full контакт с лоу-киком спортсмен красного синего Владимировича Артем. Вот. Принесли свои плоды представители синего угла. Тот раш, который он создал в конце 3-го раунда. В следующей паре у нас встретится весовая категория, финальный поединок весовой категории до 57 килограмм. Также это юниоры 16-17 лет. Шуаев Ряван, Республика Саха, Кепчиков Виталий, Приморский край. Оба являются победителями полуфинальных поединков, которые проходили у нас вчера. Естественно, оба хотят удостоиться звания победитель первенства Дальневосточного федерального округа. Последнее наставление от рефери. Ну, мы видим противостояние спортсменов, работающих в разных стойках. Представитель Приморья работает у нас в левосторонней стойке. Представитель нашей республики, что называется, в правше. Двигается в левую сторону спортсмен красного угла. Работаю с левшой, это очень важно. Так. Низковато немного, мне показалось, да? Да. Для этого раздела. Подсечкой это не назвать. Опять же, низко достаточно. Представитель Приморья в этом бою уже инициативу в руки взял, по-моему. Да, он очки набирает уже. Бьет более акцентированно. Не стесняясь, идет вперед. Достаточно крупные ребята для 57 килограмм, мне кажется. Натыкается на левую руку Шуаев Ряван.
Раз за разом очки набирает. Комбинаторно работает, да? Да, но как мне кажется, после каждой комбинации представитель Приморья старается отдохнуть, потому что такие силовые связки забирают немало энергии. Энергозатратно, да. Ну, что-то красному углу надо что-то делать, встречать надо. Больно надо встречать в таких случаях. Шуаев Ливан тренируется под руководством Сергея Хлопкова, который в данное время ему секундирует. Задача Сергея Хлопкова сейчас стоит проработать за столь короткое время между раундами ошибки. В синем же углу, как мы видим, атмосфера достаточно позитивная. Они чувствуют, что они выигрывают. На повторе мы видим, что достаточно большое количество ударов в замедленной съемке доходило до цели. Второй раунд. Теряет равновесие за разом Шуаев Ливан. От защиты представитель синего угла тоже работает достаточно неплохо. Но тем не менее Риван занимает центр ринга, не собирается уступать. Морально-волевые качества позволяют. Комбинационно проигрывает. Разница выброшенных ударов колоссальная. Чем больше ударов спортсмен выбрасывает, тем больше все-таки достигает цели. В кикбоксинге даже нанесенные удары по защите, в особенности ногой, наносят достаточно большой урон и откладывают отпечаток на дальнейшем проведении поединка. Ну, молодец в любом случае представитель красного угла. Работает, что называется, на характере. В синем углу готовится продолжен бой Кемчиков Виталий, Приморский край. Он 2000 килограммов. Сергей Хлопков, который в данное время ему секундирует, боксировал очень долгое время и всегда отличался морально-волевыми качествами на таких же турнирах, чемпионатах Дальнего Востока, всероссийских турнирах, чемпионатах России. Третий заключительный раунд. В принципе, проходит он по тому же сценарию. Огромное количество ударов выбрасывает представитель Приморья. Представитель синего угла
Уверенно ведет, набирает. Раз за разом. Тут мне кажется, количество проведенных боев, да, опыта больше. Да, несомненно. Больше движется. Последние 2 года в связи с пандемией были достаточно бедными на соревновании. И в нашей республике, как нигде, наверное, было сложно набраться соревновательного опыта, соревновательного объема, который необходим перед такими большими официальными стартами. Запрещенный удар. Запрещенный удар наносит. Это как раз таки бэкфист, разрешенный в К1. Ну, как мы видим, не потряс. Надо отдать должное спортсмену с красного угла. Да. До последней минуты борется он, делает все, что может. Чувствуется разница в уровне, но ни грамма не уступил представитель красного угла в характере. В этом бою победу единогласным решением судьи одержал и стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа спортсмен с синего угла Кепчиков Виталий, Приморский край. Смена судейской бригады. Рефери Янчев, боковые судьи Горохов, Кондратьев, Борисов. Продолжаются. Юниоры свой категории до 60 килограмм вернул. Это Приморский край, Приморский край. Седьмая пара Дернов Никита, Приморский край. И Цыкунов Дмитрий, тоже Приморский край, до 60 килограмм. Юниоры, возрастная категория, финал. Это у нас, наверное, тоже, не наверное, а точно противостояние двух приморских спортсменов. Один Владивосток, представитель Владивостока, и второй представитель Уссурийска. Ребята друг друга давно знают, спокойненько начинают они. Такое, к сожалению, бывает. Остановился и продолжаем.
спокойно. Ребята друг друга знают. Чего-то преимущества на данный момент я дать не могу, как бы равнозначно там все идет. Первый раунд закончился. Закончился первый раунд. Красный заявляя, Вернов Никита, Приморский край. Он 2005 К нам комментатором присоединился только что тренер Александр Чугунов, сам бывший спортсмен, боксировал. В общем, в этом виде спорта он разбирается. Как бы. Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Чугунов Сандал Сергеевич. Я старший тренер юниорской сборной республики. Итак, начнем. Сейчас 7-я пара идет. Ага. Второй раунд у нас. Четкое попадание сейчас было с правой руки. Спортсмен синего угла начинает набирать, более раскованно двигается, более разнообразные он прыжки вот работает, да? Это представитель Владивостока, ученик Полищука Семена Жоржевича. О нем хочу сказать, что его ребята выступают, там сильнейший клуб в России, является по карате кудо. Они в кикбоксинге выступают, в карате и в тайском боксе, насколько я знаю. Да, Александр? Кудо Да, еще. да. Они очень сильные, хорошие спортсмены. Культивируются данные виды спорта. Спортсмены-универсалы очень сильные, выступают также в тайском боксе. В последнее время очень сильно культивирует муай-тай. Поэтому база очень сильная, как видите. К сожалению, у нас в юниорском возрасте спортсменов не так много. Представлены в финале у нас два спортсмена. Первый Шуаев Реван сейчас одержал второе место. Затем после этого поединка у нас выйдут спортсмен из республики Саха Анатолий Дичковский и Эрзнукаев Эмеди, Приморский край, опять же. А тем временем спортсмен синего угла просто расстреливает своего соперника спокойненько вообще. Ничего не дает ему делать, что с рук, что с ног. Четко, прицельно набирает свое. Полное преимущество представителя синего угла на данный момент. Приморский край. Он 2005 года рождения. Имеет первый разряд. Занимается кикбоксингом 6 лет. Является победителем первенства в 2020-2021 году. Следующий бой среди юниоров в весе 63,5 килограмм, как мы знаем. Это вес, в котором выступал Александр Иванов, первый чемпион мира из СССР. В этом весе каждый раз в этом турнире бывает очень большая конкуренция и среди взрослых. Но теперь активизировался боец с красного угла.
После Да, наставления конечно. тренера он пошел это вперед уже, он как бы последний прошелся, раунд. да. Последний раунд, здесь надо уже выложиться. Нагоняй получил от Все тренера, 100. да, что-то он пошел вперед, начал двигаться, работать. Ага. Вот, начал работать уже. Рефери у нас в ринге Янчев Артем, уже представитель Приморского края, Владивосток. Тоже тренер он у нас. Хорош. Синий действительно очень грамотно ведет поединок, отстреливая на дистанции. О, Вот эти удары ногами, это чувствуется карате, вот это вот худо. да, Ага. да. Очень быстрые, резкие удары. Очень грамотно работает. Вторым номером. Ну, вот. Хороший поединок идет на данный момент. Да, очень качественный. Практически нет лишних движений. Кто кого переиграет. В таком ключе идет. Но в отрыве, наверное, представитель синего угла. Все 3 раунда работал. Я думаю, что заслуженная победа у него сейчас будет. Да, верно. Спортсмен красного угла, к сожалению, включился только в 3-м раунде. Так надо было изначально работать. Хочешь выигрывать, надо работать. Спортсмены на середину. В этом бою победу единогласно решили судьи Александр стал победителем первенства Дальневосточного федерального округа, спортсмен синего угла Цикунов Дмитрий, Победа. Приморский край. Интересно, хороший поединок был. Итак, следующими в ринг приглашаются Анатолий Дичковский, Республика Саха-Якутия, воспитанник Намской школы кикбоксинга, тренера Дмитрия Черноградского, если не ошибаюсь. Да. Ну, возможно, у Исхана Анатольевича. Да, ну, уроженец Намского района. Синего угла, опять же, Приморский край, так, Ирзнукаев Имеди, тоже воспитанник Семена Жоржевича. Тренера высшей категории. В тренерских кругах, ну, в спортивных кругах, известно, хороший тренер. Ага. Отличные ребята у него всегда. Как бы в призах чемпионата России, первенства всегда у него кто-то есть. Отлично, хороший проход. Парни примерно одних габаритов, да? Да, пока идет разведка. Ну вот спортсмен наш, представитель нашей республики, ну более, мне кажется, руками более мощнее работает. Ага, как бы хороший бой идет сейчас. Свое дело делает, набирает. Ну, сейчас посмотрим, это только первый раунд у нас. Да, больше
Ребята прощупывают друг друга, какие удары проходят. Хороший лоу заходит. Раз, два. Да, все на месте у ребят. И защита, и удары, лоу, руки, ноги. Ну, попадание проходит. хорошо проходит. Отлично. Чемпионат, который сейчас идет, он является отборочным на чемпионат России, получается, который пройдет у нас в Лоу-Кик в Анапе, по-моему, нынче, да? Да. Это в апреле месяце он должен быть, по-моему. Где-то недели-две назад проходил отбор в Сахалине. Южно-Сахалинский, по-моему, В да? разделе К1, который до прежнего, то есть до прошлого года проходил у нас, раздел К1. Нынче решили разнообразить и провести full контакт с лоу-киком у нас в республике, чтобы развить данный вид таким образом. А на следующей неделе раздел full контакт пройдет в городе Хабаровске 17-20 марта. Будет отборочный чемпионат и первенство Дальнего Востока в городе Хабаровске, куда поедут наша команда юниорская в количестве 8 спортсменов. К сожалению, среди взрослых у нас нет представителей в full контакте, поскольку в республике больше культивируются данные виды, то есть раздел full контакт с лоу-киком и К1. Представитель Приморского края после пошел, сейчас пошел, получается, вперед, да? Ну, начал нагнетать уже. Ага, мне показалось, первый раунд он проиграл. Первый раунд однозначно был за Да, спортсменом красного угла. Попаданий больше. А сейчас, да, тренера ему тут что-то сказали, что надо, если выигрывать, то надо идти вперед. Да, скорее. Но Хорошо, очень хорошо. контраргументы представителя нашей Отлично, отлично. республики не отдает он ему. Да, наш спортсмен навязывает жесткий прессинг. Но очень надеемся, что к третьему раунду у нас бензин все-таки не закончится. Очень плотно работает Толя. И это правильно. Это все-таки финал. Здесь надо выложиться на все 100%. Попадает, да, отлично. Раз за разом попадает. Да, успешные комбинации проводит Анатолий, начиная с руки, заканчивая с лоу. Это все очки. Сейчас очень важно набрать максимальное количество очков, чтобы уже, как говорится, быть недосягаемым в финале. Отлично. Отлично. Ну, что-то мне подсказывает, что приморчанин вот, действительно стал какой-то ступор, что ли, не так активен, да? Ну да, как бы каждый боксирует так, как дает ему соперник, да. Как бы видно здесь. Ячковский Анатолий. Решается И второй раунд. Эрзнукаев и Меди. И достаточно успешно для нашего спортсмена. Можно считать, что в нашей копилке первые два раунда. Секундирует спортсмену старший тренер республики среди юниоров и юношей в разделе К1 и full контакт с лоу-киком Анатолий Уюсхан Анатольевич Барашков в массе спорта России международного класса. Иди, хотя бы, если не можешь выиграть, хотя бы дай ему просто, блядь, просраться, дай ему. Просто зарубись. В перерывах между раундами
как говорится, получает нагоняя, да, гипнозы, да, получается от своих наставников. Так, третий раунд. Да, синий активизировался, сразу видно. Да. Идет вперед. Хорошо, хорошо, надо отыгрываться. Отлично. Спортсмен синего угла, казалось бы, он более рослый, руки, ноги длиннее, мне кажется. Ему, по идее, лучше бы работать вторым номером, мне так показалось. Но сейчас он идет вперед. Толя чуть-чуть подостыл. Он сейчас, наоборот, как бы уже больше работает вторым номером, что ли. Да, спортсмены практически одного уровня. Сейчас, как говорится, победа будет за тем, кто будет более активнее. Только так. Хороший бой идет. Упорный. Отлично. Все. Завершился поединок. Ждем решения судей. Ну, мне кажется, возможно, мы, конечно, болеем за своего спортсмена, но, как говорится, если смотреть более объективно и судя по первым двум раундам, как говорится, должна быть за красным. Спортсмен красного угла Ничковская Анатолия. Все-таки заслуженно представитель нашей республики завоевывает победу в весе 63,5 килограмма. Напомним, это вес Александра Иванова, первого чемпиона мира из СССР. Следующий бой, 9-я пара в весе 67 килограмм. Шпак Владимир, Камчатский край, Елизаров Александр, Хабаровский край. Думаю, что тоже будет интересный поединок. Да, Шпак Владимир достаточно сильный спортсмен, является кандидатом в мастера спорта из Камчатки. Осенью, ну, вернее зимой, в декабре месяце прошлого года в Кубке России, прошедшем в городе Туймазы, Башкортостана, он одержал победу в разделе Full Contact Low Kick. То есть обладатель Кубка России. Обладатель Кубка России, это да. Это... Он, значит, выступал в двух разделах. В разделах К1 и Full Contact Low Kick. В разделе К1 завоевал второе место. Первое место завоевал наш спортсмен Попов Владимир из Намского Улуса. Но когда они встретились в разделе Full Contact Low Kick, в равном бою по очкам наш спортсмен уступил Шпак Владимиру. И таким образом они, как говорится, поделили два раздела между собой. Но, к сожалению, нынче Владимир Попов не выступил
данном первенстве, чемпионате ДВФО, поскольку является учеником 11 класса. Сами понимаете, нынче учеба — это наше все, как говорится. А тем временем хороший интенсивный бой идет. Шпак Владимир, вот как видите, выступает с красного угла. Очень рослый спортсмен, руки, ноги, как говорится, с любой дистанции он может обстреливать очень успешно. Скорость есть, ну, все на месте у спортсмена. Ну, видно, что парень опытный. Что... Да. Кубок России, обладатель Кубка России. Сразу видно. Вообще, чемпионат России в нашем виде спорта очень конкурентный. Ребята, которые первые места занимают, вот чемпионы, да, чемпионатов, первенства, как бы они жесточайший отбор проходят. Поэтому как бы в организации ВАКа, если чемпион России, то как бы на чемпионат России настраиваются как бы на международных соревнованиях. И чемпионат России у нас очень конкурентный вообще во всех весах. Да, так и есть. У нас, конечно, вот по Дальнему Востоку у нас вот население меньше, да, вот там пропорционально идет. А вот центральные районы, там, начиная с Сибири, с Урала, заканчивая югом, там Да, на Западе, конечно, очень развито. массовый вид кикбоксинг в целом и среди девушек не меньше, чем среди мужчин. Но, И женщин очень большая конкуренция тоже. да, ну вот мы свои медали тоже забираем оттуда, дальневосточники, я имею в виду, да, что Владивосток, Якутия, Хабаровск, Камчатка, Сахалин. И вообще семья кикбоксинга, Федерация кикбоксинга России, она очень большая. У нас большая дружная семья, я хочу сказать, да. Мы начиная с Сахалина, с Владивостока до Калининграда. Есть во всех округах. И, пользуясь случаем, я, наверное, хотел бы обратиться к родителям, к мамам, папам, чтобы детей отправляли на секцию. Это мужской вид спорта, как бы придает уверенности. Ну, в жизни он пригодится. Ага. И Безусловно. И в целом спорт и единоборство закаляют именно те качества, которые необходимы в жизни. Не для того, чтобы, конечно, чтобы драться на улице, а такие качества, как воля, характер, целеустремленность, они особенно актуальны в наше время. В целом, как говорится, в эпоху цифровизации это более чем актуально. Поэтому всех приглашаем в секции кикбоксинга. У нас они по городу в нескольких местах. В основном в спорткомплексах Триумф и Дохсум. Можете в любое время прийти, обратиться. также ребята тренируют в таких СВФУ есть секции, я Да, знаю. в университете. Потом есть такие клубы, как Панчер, Да, в школе номер 10. И на 203-м микрорайоне. Как же клуб называется-то? Тоже очень модный клуб. Пикабу, да? Да, Пикабу. Ага. Дети, взрослые с любого возраста могут прийти, начать заниматься единоборствами. Кстати, занятия в спортивных секциях кикбоксинга в Дохсуне, в Триумфе абсолютно бесплатные, как для детей, так и для взрослых. Да, спортсмен синего угла тоже не лыком шит, Конечно. как мы видим. Очень хорошо работают как руками, так и ногами. Просто так он ничего отдавать не собирается. Да, это все-таки финал.
Парень мощный. Да. Закончился У второй него раунд. опытные тренера. Это Евгений Чижиков, Татьяна Рымарь. Евгений Чижиков, по-моему, лет 20 к нам ездит. Он очень много воспитал высококлассных спортсменов, мастеров спорта. У него всегда есть победители первенства России, да? Да. Он стабильно. У него воспитанники в целом постоянно в пульке сборной Дальнего Востока, а также России. Опытный тренер. Команда у него всегда есть своя. Наверное, я вспомню таких спортсменов, как Петр Желдак, да, были, да, Евгений Рязанов, там, это... Да, они действительно, когда приезжали к нам сюда, всегда украшали чемпионаты, первенства. Куклин, Павел, ну, многие там, Да, многие. Востока, да. И их бои зрелищностью действительно украшали чемпионаты. Мастеровитый парень выступает с красного угла, сразу видно, закрытый, все видит, хлесткий, быстрый. Ну и антропометрия у него такая, да? Да, Все видит, все это. Ну, боец синего угла. Ничего так просто так отдавать не собирается. о, отличная комбинация. Видите, как ушел Шпак. И в ответ по корпусу и по голове. Обмен любезностями здесь произошел. Вот, очень грамотная работа, видите. Обстреливает с дистанции Шпак. И сам закрывается, опять же. Никакого очка не дает своему сопернику. Все Вот. видит, да. Да, все очки отбирает сам. Видите, как грамотно работает спортсмен красного угла. Во. Очень жестко, хлестко. Каждая работает. комбинация, да, приносит ему очки, баллы, по 2-3 балла сразу. А сам не отдает абсолютно ни одного очка. Видите, защита глухая абсолютно. О, только по защите бьет спортсмен синего угла. К сожалению, да, все атаки безуспешны. Ну, надо отдать должное парню, он как бы идет вперед. Духа, так сказать, как сказать правильно? Не отнять. Не отнять, да, о, абсолютно верно. Так, последние секунды третьего раунда. Ну, и можно с уверенностью сказать, что Шпак заслуженно забирает победу. Они как прибыли в Якутск, я встретил их, они сразу спросили, выступает ли Попов Владимир, его уже, как говорится, постоянный соперник. Они также в прошлом году весной на чемпионате первенства Дальнего Востока в городе Чита встречались, Поповым Владимиром вот так вот в финале. даже, Да. То есть сейчас на этом чемпионате они должны были уже в 4-й раз оспорить победу. Но, к сожалению, Вова не участвует в данном соревновании. Молодец, заслуженная победа. Да, поздравляем Шпак Владимира из Камчатского края, а также Елизарова Александра из Хабаровска за красивый бой. Итак, сейчас пойдут у нас уже финалы мужчин. 10-я пара сегодняшней программы. Беляев Владислав, кандидат мастера спорта, Камчатский край. И Логиновских Сергей, Приморский край. Логиновских Сергей, да? Да. Кандидат мастера спорта с красного угла Беляев Владислав, Камчатка. И Логиновских Сергей, разряд второй. Тут, по-моему, сейчас будет конкурентный бой. Да, вес 63,5 килограмма, вес Александра Иванова, в памяти которого проводится чемпионат.
здесь действительно самая серьезная конкуренция на данном чемпионате у нас в республике ежегодно. И семья Александра Иванова, братья и сестры, ежегодно самый лучший приз, специальный приз учреждали именно в этом весе 63,5 килограмма. Я лично в свое время, когда выступал в кикбоксинге, получал специальный приз. Это телевизор по тем временам, последней модели Sony Trinitron, а также музыкальный центр. Музыкальный центр в те времена был очень таким даже серьезным призом за лучшую технику чемпионата. Вот. Такие приятные воспоминания о данном чемпионате в памяти Александра Иванова, первого чемпиона мира из СССР. Вчера я наблюдал за боем вот, представителя красного угла. Ага, Беляев. Ага, ну, да, действительно парень, понравился, такой жесткий плотный бой был вчера. Он также является участником Кубка России того года, то есть в декабре он тоже выступал. Я вот, к сожалению, не помню, какое место он занял. Да, ну, он достаточно отличная опытный, связка проходит. является кандидатом в мастера спорта. От приморского спортсмена. Но, к сожалению, по защите. Только в голову он попал. Боец красного угла такой мощный физически. Ага, сразу мы видим, что он быстрый, взрывной, наверное, да? Сейчас Да. посмотрим. Как бы ринг покажет. Ну, оба спортсмена очень хорошо двигаются, видно, что уверены в себе. И, как говорится, никто уступать в финале не собирается, абсолютно. Александр, ты заметил, наверное, да, что в бою два левши боксируют, да? Да, действительно. Ага. Очень грамотно, никто не хочет отдавать очки зазря. Вот, видите, защита плотная, что по ногам, что по рукам. Никакие очки вот сейчас не были заработаны спортсменами. Видите, как? Да, очень жесткий. Вот сразу видно, что, как говорится, вес уже серьезный, 63,5 килограмма. Это, Ну, это уже... убойный, хороший вес, Да, да? вот здесь удары достаточно плотные. Всегда в этом весе хорошие бои, всегда участников много. Да, и зачастую в этом весе и дальше выше, как говорится, большинство боев прекращались нокаутами. В частности, могу сказать о себе. Если бы не скромно, действительно, зачастую поединки завершались преждевременно. Ну, более разнообразно сейчас работал спортсмен синего угла. Как бы боец красного угла, он закрытый, но что-то он пока это... Более рационально, скажем так, работает. Абсолютно никаких лишних движений демонстрировать не собирается, скажем так. Так, второй раунд. Вот. Защита, защита. Такие финтовые действия, да? Из тэквондо, наверное, можно сказать, да? Ну и с такого вида раздела кикбоксинга, как лайт-контакт, в лайт-контакте спортсмены, да, больше Отлично. в такой манере ведут бой, поединок, в играющем, как говорится. И в этом разделе они отличаются в лайт-контакте тем, что очень скоростные, но удары, скажем, такие легкие, более легкие. Ну, бой сейчас на данный момент точно ведет представитель синего угла. Как бы он работает, а представитель красного угла, он как бы не взрывается. Я не вижу, он идет вперед, закрытый, да, не пропускает, но все же
Некоторые удары Не дорабатывает, просачиваются. да. Ага. Видите, раз-раз, вот очко свое взял он. Вот в корпус опять попал, обнял, да, прихватил. Как бы умно все, ага. Ну, возможно, Беляев надеется на Вот. жесткий удар. Бывают такие моменты, когда ты, как говорится, надеешься на свой коронный удар, чтобы уронить соперника. И зачастую, часто так бывает, что, как говорится, бои отдают. Ну, когда человек сконцентрировался на сильном ударе, ждет момента, чтобы, как говорится, нанести его. И в это время соперник набирает столько очков, что уже обогнать бывает невозможно. Более скованный Беляев. Что-то вот держит его. Ну, соперник дает, да, значит, ты да. прав. Ну, вот видите, вот идет вперед, ну, ждет момента, чтобы попасть, чтобы уронить соперника. Каждый боксирует так, как дает ему соперник. Он начинает бить. Как только он подходит близко, он начинает бить. С дистанции бьешь, если уходишь в сторону. С дистанции бьешь и клинчуешь. 2 раунда. Абсолютно грамотные советы, да? И Что он и делает, да? с дистанции. Так, третий раунд. Вот. Стоп. Бойцу красного угла сейчас, наверное, в углу сказали, что бой отдает он. Не пошел он отыгрывать свое. Да. Сейчас третий раунд. Момент истины. Да. Более решительно пошел Беляев. Александр Николаевич дает какие-то замечания. За прихваты, наверное, я думаю. Да. Спортсмен синего угла, ну, физически намного мощнее. Ну, когда где-то синему углу приходится прихватывать его, да? Но все-таки вот, как я и сказал, Беляев вот рассчитывает на свою жесткость. То есть он пытается попасть его, нокаутировать каким-то образом, да. Вот, идет вперед, но Логиновских в данном случае ведет очень грамотную тактику, скажем так. Работая вторым номером, видите, вот поддразнивает и тем самым заставляет ошибаться своего Не соперника. набирает свое. Да. Вот очки свои набирает он. Заставляет чаще ошибаться на эмоциях. Все правильно. Хороший упорный поединок. Очень грамотно построенная тактика. Еще мгновение сейчас увидим. Да, эмоционально очень расстроен Беляев, конечно. Свой план он, видимо, провалил. Скован был он достаточно. Ну, первые 2 раунда. В финишном бою чемпионом Дальневосточного федерального округа в дисциплине фулл контакт с лоу-киком
Победу одержал боец синего угла Кузьминовский Сергей. Это за счет отрыва в первых 2 раундах, потому что он достаточное количество очков да. набрал. А представитель красного угла поздно проснулся. Очень грамотно провел поединок. Молодец. Молодец. Логиновский Сергей. Логиновских у нас не первый раз здесь боксирует. Как бы мы парня видим, да? Мелькает он у нас перед глазами. Да, он действительно вырос. Вырос как спортсмен. Но только через такие бои, тяжелые бои прибавляешь. Последние 2 года, к сожалению, у нас из-за пандемии, как бы на соревнования мы чуть-чуть... Да, очень сильно ударил у нас в целом по нашему спорту ограничения. Тем временем 11-я пара спортсменов готовится к выходу в ринг. Это Петров Айтал, Республика Саха-Якутия, кандидат в мастера спорта. И Мацурзуев, Республика Саха-Якутия, первый разряд, вес 67 килограммов. Да. Да, это последний бой утренней программы, дневной вернее. То есть сейчас будет перерыв. 3 часов после полудня начнутся гала-финалы. Это более-менее красивые поединки, ну, более яркие и зрелищные. Поэтому всех приглашаем в 3 часа. Дворец спорта 50 лет победы. Посмотреть самые яркие финальные поединки. Ага. В гала-финале у нас, значит, пройдут 2 поединка среди юниоров, а также среди мужчин 8 поединков. Всего 11 пар. Это самые такие красивые, яркие бои, среди которых выступят наши звезды, мастера спорта России, как Барашков Долан, Сивцев Тимофей, чемпион года, Иванов Михаил, мастер спорта России прошлого года. Вот. И наши самые сильные спортсмены будут выступать с сильнейшими спортсменами Дальнего Востока. А также Бондарев Денис, кандидат в мастера спорта из Кангаласов, среди юниоров выступит против спортсмена Хабаровского края. Так что будет интересно. Так, проходит домашний финал. То есть оба спортсмена являются воспитанники Республики Саха, достаточно опытные. Петров Айтал в том году проходил сборы со сборной России в Калмыкии, в том числе с президентом Федерации кикбоксинга России, с Батухасиковым. Мацурзуев тоже очень долгое время занимается кикбоксингом, но периодически пропадает. Почему-то это не так часто вижу, в частности я. Могу ошибаться. Республики Саха-Якутия является кандидатом в мастера спорта, тренируется под руководством
Алексеева Андрея Васильевича. Айтал Петров. Красный Япон. Ага, тоқтет екен. Кандидатом в мастера спорта России, спортсмен красного угла, и Мацур Дзуев, спортсмен из синего угла, является обладателем первого спортивного разряда. То есть по мастерству, соответственно, Айтал выше. Ну и как мы видим, в целом физически более силен Айтал. Руки, ноги намного длиннее, что дает существенное преимущество перед соперником именно в кикбоксинге. В боксинге это очень важно, но, как говорится, это не определяет, поскольку у каждого спортсмена есть своя манера. Как мы знаем, Майк Тайсон являлся в свое время абсолютным чемпионом мира, не физически не таким уж, как говорится, рослым, не с такими длинными руками, но у него своя манера жесткая позволяла, как говорится, добиваться побед. Поэтому в каждом виде спорта безусловно антропометрические данные определяют, но не всегда, скажем так. Был проведен запрещенный удар. К сожалению, такое бывает, и зачастую в данном разделе, поскольку сами понимаем, что удары по ногам очень легко ошибиться. Вот опять же, совершенно случайно был проведен запрещенный удар. Так происходит обычно вот из-за разницы в росте. Как видите, нечаянно бывает так, что хочешь провести удар с разворота по корпусу, и, как говорится, удар идет не туда, куда планировалось, скажем так. Мацур идет вперед. Ой, да что ж такое-то. Итак, напомним, сейчас после этой пары у нас будет перерыв, и с 15:00 в Дворце спорта 50 лет Победы начнутся гала-финалы. Среди юниоров 2 пары, и среди мужчин 8 поединка пройдут. Гала-финалы, они, значит, отличаются от финальных, вот как сейчас, боев тем, что в гала-финалах выбираются судейской коллегии пары, да, спортсмены, у которых, как говорится, покажут более красочные, зрелищные бои. Вот, поэтому таким образом, как говорится, отличается гала-финал. Вот. Поэтому подключайтесь в прямой эфир. Приходите, если есть возможность. Дворец спорта. Да, прямая трансляция у нас будет проходить на канале национальной вещательной компании НДК Саха.
Республики Саха-Якутия. Занимается кикбоксингом 4 года. Тренируется под руководством Алексея Ивановича. Очень хорошие атаки в исполнении Мацура Зуева. Все правильно. Вот когда уступаешь в росте сопернику, то тебе так или иначе приходится идти вперед, то есть работать первым номером. И соответственно, когда, как говорится, рост тебе позволяет, руки, ноги длинные, то можешь работать, ну, желательно работать вторым номером, отстреливаясь с дистанции. Что и происходит в данном поединке. Итак, третий раунд завершающий. Ну, сейчас уже, как говорится, спортсмены обязаны показать все, на что способны, выложиться на все 100%. Вот, очень грамотно. Как считаешь, Петр, проходит поединок? Мацур Зуев, ну, все правильно делает, что он вперед идет, да? Да. Он более молодой. Ну, как бы мы же знаем, что Айтал у нас более мастеровитый парень, да? Более опытный, является кандидатом в мастера спорта. Да, и пространство ему точно не надо давать. Это развернется так, что это... Да, безусловно. И так или иначе, надо идти ва-банк. Чем и занимается Мацур Зуев. Он у нас воспитанник Сергея Владимировича Хлопкова, да? Да, очень много хороших спортсменов воспитал Сергей Владимирович. Он тренирует в спорткомплексе Дахсун. Очень-очень много подрастающих маленьких спортсменов сейчас занимаются. Ну и как бы постарше детей. Ну, очень много детей приходят заниматься у Сергея Владимировича. А Айтал является воспитанником Андрея Васильевича, да? Если мне память не изменяет. Да, он его, по-моему, парень. Ага, главного тренера республики. Ага. Он такой более мастеровитый. Итак, завершился поединок. Ну и, как говорится, закономерно, ну, на мой взгляд, Айтал взял свое. Сергей Хлопков секундирует своему воспитаннику. Победу одержал наш чемпион чемпионата Дальневосточного федерального округа по кикбоксингу раздела лоу-кик памяти первого чемпиона мира из СССР Александра Иванова. Представитель Итак, дорогие друзья, завершается дневная программа. И встретимся в 15:00 на гала-финалах. Внимание зрителей, обеспечить присутствие спортсменов на награждение.
На старую мебель страшно смотреть? Царапины, въевшаяся грязь. А покупка новой сильно ударит по бюджету? Предлагаем вашему вниманию хит продаж. Универсальную самоклеющуюся нанопленку «Новая жизнь» в 4 красивых дизайнах на выбор. Мрамор и малахит, золото и серебро. Используйте ее для обновления стола, комода, ванной, подоконника и кухонного гарнитура. Самоклеющаяся нанопленка «Новая жизнь» обновит старую мебель и защитит новую от грязи и повреждения. Все просто. Отрежьте кусок пленки нужного размера, снимите защитный слой